Также сейчас с недавних пор ввели спринт-нокаут. Спринт-нокаут — это гонка на выбывание, проходит она в один день, 4 забега. Сначала это квалификационный забег, в нем участвуют все, после него там есть 3 забега, там, например, по 30 человек, и отбирается 15 лучших в четвертьфинал. Четвертьфинал уже стартует в группах по 6 человек, и 3 человека, кто прибегает первый, они проходят в полуфинал. В полуфинале стартует также 6 человек, 2 первых проходят в финал. Соответственно, до финала доходит всего 6 человек, и борются они за медали. Первый, второй, третий. То есть уже быть в финале в такой дисциплине, спринт-нокаут, это считается очень круто и уже достижением. Потому что на чемпионате мира цветочная церемония награждения — это 6 человек. То есть вот эти 6, они все равно уже будут награждаться, если они там все добегут. Вот, это очень интересная дисциплина, очень зрелищная. Мне она очень нравится, но, к сожалению, я не так часто участвовал в этих соревнованиях и не так далеко проходил. То есть я проходил до полуфинала, а дальше уже, то есть квалификацию я проходил, четвертьфинал проходил, а дальше уже выбывал. К сожалению, не хватало подготовленности, либо эмоционально не справлялся. Спринт-эстафета – это, наверное, самая зрелищная дисциплина, потому что это участвуют там и девочки, и мальчики, и всегда очень интересно, когда бежит команда, то есть это все-таки больше такое сплоченное, да, коллективные соревнования. Я вам покажу тоже отдельно какие-то ролики, тоже считаю интересные, надо посмотреть. В лесу, соответственно, спринты, как правило, сейчас проводят в центрах города, каких-то исторических застройках, где больше можно привлечь зрителей, показать это все красиво со стороны, и также там администрация, и все могут посмотреть, что такое, там, как это все проходит, все на виду. И легче, конечно, кому-то каких-то новых людей вовлекать в ориентирование, потому что они видят хотя бы, вот люди бегают, они понимают, что происходит. Когда мы говорим про лесное ориентирование, там дисциплина длинная дистанция, лонг называется, и человек убегает на 1,5 часа в лес, ты его не видишь практически, потом он прибегает, и у него какой-то результат. То есть в плане зрелищности это совершенно не зрелищно, а еще нужно понимать, что он там делает, что с ним происходит. А в лесу также есть эстафета, лесная эстафета, там бегут 3 мальчика, и женская эстафета, соответственно, 3 девушки. На мой взгляд, это тоже самый зрелищный вид в ориентировании, потому что всегда интересно смотреть борьбу между команд, и результаты меняются, это всегда захватывает, мне нравится очень. И, наверное, самая сложная дисциплина, самая интересная, та, которая показывает, кто из ориентировщиков самый сильный, самый техничный и король ориентирования — это middle дистанция. Middle — средняя дистанция, она, как правило, ее планируют максимально технически сложной, то есть это из местности делают очень сложные дистанции, чтобы ориентирование было сложное, чтобы приходилось не только страдать при выборе пути, но и страдать на дистанции, как преодолевать эти все ландшафты. Вот. На мидле у меня практически нет достижений, так как я пришел поздно на ориентирование, и я не такой техничный ориентировщик, как хотелось бы, но на чемпионатах мира и на других соревнованиях международных на мидле, как правило, на средней дистанции есть квалификация. Квалификацию я проходил неоднократно, то есть я попадал в финал, это уже было неплохим достижением. Так вот, иногда соревнования, там, где я участвовал в Швеции, Финляндии, уровень ориентирования очень высокий, потому что это те страны, которые изначально придумали этот вид спорта, и они его развивали веками, да, там, не веками, но годами. И там попасть в финал на такой дисциплине очень сложно. И хорошо, что только 6 шведов ездят на чемпионаты мира, а не больше. Поэтому у них было бы больше шансов поднимать медали.
Ну, хорошо, давайте я покажу какие-нибудь виды ориентирования тоже. И, наверное, покажу, где я участвую, чтобы было интереснее. А спринт в лесу, короткие дистанции? В лесу нет коротких дистанций, в лесу всего 3 дисциплины. 2 индивидуальные, это middle, средняя дистанция, и длинная long. У нас просто наоборот. Средняя это по километражу. Там. А в ориентировании нету понятия километража, есть понятие время. И Контрольное время, да? Ну нет, это не контрольное время, это расчетное время победителя. Расчетное время победителя, все поняла. Да, потому что если, например, мы бегаем где-то в парке, или местность равнинная, беговая, быстро пробегаемая, то есть там лес хороший, то дистанция 8 километров будет пробегаться за 33 минуты. А если делать такую же дистанцию на 8 километров по сложной местности гористой, да, там уехать в горы куда-то, на Кавказ или там у нас есть Геленджики, там Сочи. А в Приморье не бегали? Где? В Приморье не бегали? В Приморье я, к сожалению, бегал. Я бегал в Хабаровске. Нет, именно в самом Приморье. Нет, не бегал. Не знакомы с тем ландшафтом? Нет. Там трава вот так вот. Нет, там Вот у них вот азимутального хода вообще нет, то есть у них, вот если они говорят, что питерцы, они приезжают в Питер, они как раз ворчали то, что вот в Питере они именно бегают очень быстро, потому что вот побежали, взяли, и там неважно, соответственно, вот азимут взял и можешь бежать, а у них так не получится, у них, потому что мы бегали в районе Барановского вулкана, и, во-первых, там трава выше тебя, и сказали, если вы пойдете в какую-то яму или где-то столкнетесь с камнем, потому что там их не видно, ничего страшного, то есть и там поэтому вот так прям по азимуту, не получается. Да, такое бывает, естественно. Поэтому они говорят, что если они говорят приморцы, как бы сказать, более техничные в плане, там, что, соответственно, понимают, куда что, но по времени они как бы, меньше бегают, получается. В смысле, то, что они сложнее бегать, соответственно, потому что. Да, сложнее. И в связи с этим, если у нас сложные